أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, обращаясь к нам, сказал: «Иннама а'малу бинният, ва ликулли имри аля ма навва». То есть, каждое ваше деяние основывается на ваших намерениях. И каждый, чему вознамерился, то и получит. Мы же, как мусульмане, как верующие в Аллаха и исполняющие Его приказы, мы вознамерились достичь довольства Аллаха, потому что только в довольстве Аллаха мы достигаем своей конечной цели. В любых делах, что бы мы ни делали, куда бы мы ни обратились, что бы мы ни совершали, мы должны всегда помнить о том, что мы все это делаем ради Аллаха, ради Его довольства. «Ради Аллаху анхум ва раду анх», говорит Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля довольствуется ими, то есть Он доволен ихними деяниями и ихней жизнью, и после этого они тоже довольны Аллахом. Аллах Субхану ва Тааля сначала, оказывается, должен быть доволен нами. Как же мы можем достичь, как же мы можем понять, доволен ли нами Аллах? Если мусульманин доволен Аллахом в любой ситуации, то же самое, как сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, для мусульманина любой исход успех. И удивительное его состояние, когда он что-то получает хорошее от Аллаха, он восхваляет Аллаха, говорит «Альхамдулилля». И когда он достигает какое-то несчастье, он терпеливо благодарит Аллаха. В обоих случаях он получает вознаграждение, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Так вот, если человек мусульманин, если он доволен Аллахом в любой ситуации, будет ли у него в жизни удача или неудача, если он останется на одинаковом уровне, будет терпелив и будет благодарить Аллаха, и будет продолжать стремиться к Его довольству, это вот и есть показатель того, что Аллах им доволен. А те люди, которыми недоволен Аллах, как же они могут узнать, что ими Аллах недоволен? Что показатель этого, то, что они недовольны Аллахом, они бунтуют против Аллаха. Случись что, какое-то событие, то, что им не нравится их нафсу, они начинают бунтовать и говорят: «О, Аллах, зачем ты бросаешь меня, зачем ты отворачиваешься от меня?» Если в человеке возникают такие мысли, такие чувства, то он должен понять, что Аллах изначально им недоволен, потому что Он в Коране в нескольких местах обращается, говоря, что «Рады Аллаху анхум ва раду анх». Сначала идет «Рады Аллаху анхум», то есть Аллах ими изначально доволен, и они потом довольны Аллахом. То есть мы всегда любое свое деяние стремимся делать, совершать только ради довольства Аллаха. А если ради довольства нашего нафса мы что-нибудь совершим, что же произойдет? Да, мы будем пестовать свой нафс, давая ему то, что он хочет всегда, и стремясь совершать то, что всегда хочет нафс, то что мы получаем? Что же происходит? Нафс, как мы знаем, ведет человека к погибели. Без нафса, конечно, невозможно. Нафс должен для того, чтобы было ощущение голода. Если у человека нет ощущения голода, он не будет принимать пищу, он умрет.
Нафс создает ощущение холода. Если человек не будет укрываться от холода одеждами, он замерзнет. Нафс тоже стремится, то есть он хочет продолжения рода. Он дает стремление мужчины к женщине, женщины к мужчине. Если бы не было этого стремления, то человеческий род бы не продолжался. То есть без нафса совсем невозможно. Но подчиняться и потакать ему не следует. Разум должен управлять нафсом. Когда разум управляет нафсом, то в данном случае будет все в гармонии. Если же нафс будет управлять разумом, то это приведет к погибели, к гибели человека. Мы всегда, даже на намазе, когда встаем и намереваемся совершить намаз, говорим «халисан лилляхи та'аля», «халисан», очищая перед ним веру. То есть и от чистого сердца, ихлас мы совершаем вот этот намаз. Или же, когда намереваемся, говорим, что «халисан лилляхи та'аля, Аллаху акбар». Любое какое-нибудь деяние, благое деяние, мы говорим «халисан лилляхи», ради лика Его, только ради Него одного, только ради довольства всего лишь Всевышнего Аллаха. И «Коль инни абуду Аллаха халисан лилляхи дини». То есть, и скажи, о Мухаммад, я поклоняюсь Аллаху от всего искреннего своего сердца и очищая перед Ним веру свою. То есть, очищая веру, то значит, что искренне от души, от всего сердца. Мы стараемся делать все только ради Его лика, как мы сказали, и искренне, ни в коем случае не выполняя довольство, не стремясь к довольству чего-то другого. Еще второй случай, если мы будем стремиться к довольству человека, какого-то нехорошего человека имеется в данном виде. В данный момент имеется в виду нехороший человек. Если мы будем, например, противоречить приказам Аллаха ради того, чтобы заслужить доверие и довольство какого-то человека, который творит злодеяние, в данном случае Аллах Субхану ва Тааля разгневается на нас и отвернется от нас и не посмотрит на нас в судный день. Но некоторые люди говорят, что мы делаем только ради Аллаха, но ради общества, ради довольства общества мы не должны ничего делать. Иногда Мухаммад ﷺ говорит, что иногда бывает так, что довольство людей – это и есть довольство Аллаха. Если община мусульман довольна тобой, если они довольны твоими действиями, твоими словами, то это показатель того, что Аллах Субхану ва Тааля доволен тобой. Бывают люди, которые идут наперекор общине пророка Мухаммада ﷺ. Они идут наперекор джамаату, мусульманскому джамаату. Хочу сказать, общему, не отдельным группам, не отдельным каким-то сектам ради довольства какой-то секты, какой-то группы Ахлю Бид'ат. Нет, общая масса мусульман, Ахлю Сунна валь Джамаат. Если они не переходят границы тех законов, которые определены в фикхе и в иртикаде Ахлю Сунна валь Джамаат, и люди, эта община, если довольны этим человеком, это опять-таки показатель довольства Аллаха. То же самое, как говорится, женщина должна знать, что довольство мужа – это тоже довольство Аллаха. Ир-риза, худа-риза, как говорят у татар, что если муж доволен, то Аллах доволен. Это как бы вроде бы как бы поговорка, но эта поговорка взята из хадиса пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. То же самое довольство родителей.
Мы должны всегда искать довольство родителей своих. Но некоторые говорят, что ну как же сегодня родители? Родители-то у нас не читают намаз. Но если родитель признает Аллаха, если он, может быть, на сегодняшний день, сегодняшние ситуации далека от тех ситуаций, которые были раньше. Сегодня очень много таких соблазнов, которые отдаляют людей от религии. И многие через некоторое время только приходят к пониманию, что нужно совершать поклонение, виды поклонения Аллаху. И начинают понимать, что довольство Аллаха прежде всего в поклонениях, которые Он определил в намазе, в розе, в хадже, в выплате заката и в благих делах, уважении родителей. Но Аллах Субхану ва Тааля в Коране не говорит, что если ваши родители не читают намаз или что-то не исполняют, то вы можете от них отстраниться и не слушаться их. Аллах Субхану ва Тааля ясно и понятно говорит: «Ва'будуллаха ولا تشركوا به شيئا وللوالدين إحسانا». Поклоняйтесь Аллаху, не предавая Ему сотоварища, и к родителям вашим благоговение должно быть. ولا تقولوا أف لهما. Не говори даже слово такое, высказывание, такой же выдох, даже уф не говори своим родителям, какими бы они ни были. Но в том порядке, если ты действительно понял основы шариата, если у тебя есть знания, и ты идешь по тому пути, который определил Аллах, и просит идти, и приказывает идти по этому пути, и вдруг твои родители, если они идут наперекор основным принципам, ярко выраженным принципам, и деспотично идут против этих принципов, то в данном случае мы уважительно говорим своим родителям: «О, отец мой, о, мать моя, вы извините, простите ради Аллаха, но в данном случае я не могу перейти границу недозволенного. Я не могу то, что вы заставляете меня пить спиртное, или кушать свинину, или совершать блуд, или совершать убийство человека, или воровать, или грабить, или что-то, А во всех остальных, в бытовых делах мы должны подчиняться. Довольство работника к своему руководителю. Некоторые говорят: у меня руководитель сегодня, он какой-то кафир, он не читает намаз, он вообще не мусульманин, он вообще далек от ислама. Я не хочу ему подчиняться. Нет. Аллах Субхану ва Тааля ясно и понятно говорит: «Ати'у Аллах ва ати'у Расуль ва улил амри минкум». Аллах будет в том случае доволен, если вы будете подчиняться Аллаху, то есть исполнять фарзы. «Ати'у Расуль», будете подчиняться пророку Мухаммаду, то есть не будете выходить из состояния сунны, из той дороги, которую определил нам пророк Мухаммад, и будете подчиняться к тем, которые сегодня стоят выше вас. Некоторые говорят: нет, это из нашей среды он должен быть выбран. Нет, ни в коем случае. В данном случае совсем по-другому мы начинаем понимать. Мы иногда путаем, когда надо представить это чисто как дуньяви, мы начинаем употреблять религиозные положения. Когда это в религиозном положении, мы начинаем употреблять дуньявые положения. То есть мы начинаем путать и ищем себе выгоду в религии и в этом мире. Это очень большая ошибка, когда говорят, что ты не пропускай свои намазы. Говорят: работать-то надо, кормить семью нужно. А когда мы говорим, что ты, товарищ, ты женился, корми свою семью, но ведь нужно поклоняться Аллаху, говорит. То есть путают таким образом, ищут выгоду для себя, чтобы прикрыть свою беспечность и свою лень. И мы всегда должны быть довольны Аллахом. Мы всегда должны быть довольны исламом, потому что Аллах Субхану ва Тааля сотворил нас. И Аллах Субхану ва Тааля определил нам жизнь.
в этом мире. Мы должны быть довольны исламом, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аль-яум радиту алейкум исламан динан». И я вам определил религию и доволен этой религией. Она называется ислам, то есть подчинение законам Всевышнего. И то, что нам преподносит сегодня ислам, мы должны воспринимать и быть довольными этим. Беспрекословно. Мы должны быть довольны и Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям. Не должны сходить с его сунной. В любых областях. Не только в выполнении религиозных обрядов, но и в выполнении морально-этических норм. Мы должны быть человеками с большой буквы. Человеком с большой буквы. Должны стремиться к достижению той морально-этической, нравственной планки, на которой был Мухаммад, саллиллаху, сахабы и друзья Аллаха, аулия и большие ученые. Мы должны всегда стремиться к тому, чтобы Аллах был нами доволен в любых наших вещах, в любых наших действиях. В любых наших действиях мы должны стремиться к довольству Аллаха, будь то в жизненных, будь то в религиозных наших действиях. Да будет нами доволен Аллах всеми, и мы молим Аллаха, чтобы умма Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, шла по тому пути, по которому будет Аллах нами доволен, и жить по тому принципу, который объяснено в Коране: «Ради Аллаху анхум ва раду анна», что Аллах ими доволен, и потому они довольны, в них это довольствие Аллаха выражается, и они все свои действия, все свои деяния выполняют только ради Его лика, ради Его довольства. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.